Доброе утро всем. Меня действительно зовут Сергей Антусевич, я заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. И мои коллеги, с которыми я сегодня буду общаться, это я вижу Сергея Делевского, лидера стачком МТЗ, члена Президиума Координационного совета, и Лизавету Мерляк, международного секретаря Белорусского независимого профсоюза. Должен был быть Глеб Сандрас, пресс-секретарь стачкома Беларусь-Кали. Где-то он потерялся, но, может быть, найдется еще. Вот. Ты здесь, Глеб? Да. Значит, просто мы тебя не видим пока. Значит, тема на самом деле интересная и важная, по крайней мере, для нас, как мы понимаем, да? То есть в исторической короткой перспективе с развалом Советского Союза появились новые профсоюзы. Вот в те годы первые, когда они смогли развиться, в принципе, и были мы все вот в этом состоянии таком, ну, полупридавленном, наверное, да? Я не побоюсь этого слова, потому что с приходом к власти Лукашенко он в 1995 году задушил первую забастовку, и после этого начались, вот, скажем так, постепенно закручиваться гайки. Система краткосрочных контрактов, долгая история взаимоотношений Беларуси с Международной организацией труда. И вот мы пришли к состоянию августа 2020 года, и вот это вот, не побоюсь этого слова, такое возрождение рабочего движения, да, на наших предприятиях, вообще в Беларуси, активизация рабочих. Вообще, коллеги, зачем нужны профсоюзы в Беларуси? Да? Что они сейчас, что можно решить сейчас с их помощью? Вот забастовки, которые проходили и проходят сейчас. Как, на ваш взгляд, что получалось, что нет? И все-таки каких прав работникам Беларуси не хватает сейчас? Ну, народная власть все годы говорила, что она улучшает жизнь работников, что она занимается ими, дает там по 500, там еще другие вещи. Да? Ну, что сейчас у нас происходит и как видите это вы? Пожалуйста, кто первый? Я вижу Сергея, включен микрофон. Пожалуйста, Сергей. Да, здравствуйте. Очень приятно, что меня пригласили на эту конференцию. Хотелось бы сказать, что профсоюзы сейчас, мы все прекрасно знаем, что находятся в таком удручающем состоянии, то есть власть сделала все в наше время, чтобы свободные профсоюзы не были свободными. Вот, провластные государственные профсоюзные организации абсолютно не работают. Вот, то есть они работают в одностороннем порядке, то есть госпрофсоюзы построены так, что они работают для удовлетворения потребностей нанимателя, но не работника. Вот. У свободных профсоюзов сейчас, особенно сейчас, с августа 2020 года, появилась огромная перспектива роста и развития. Это бесспорный факт. Есть огромные проблемы с созданием новых профсоюзных ячеек у нас в стране, но все-таки, я думаю, мы пробьем эту стену. Вот. Один большой, огромный, наверное, недостаток сейчас, вот, трудности работы профсоюзов, это, собственно, люди. То есть человеческая масса, то есть количество людей, вступивших в профсоюзы. То есть изначально же было как, что сила профсоюзов вот именно в количестве людей, которые являются членами этого профсоюза. Смысл профсоюза в том, чтобы работники вот в солидарности друг с другом могли защитить свои права. Вот. То есть перед нанимателем, перед руководством, перед государством, то есть решить свои жизненные вопросы, вот жизненно важные, да, то есть на работе, там, в трудовых спорах, в политических спорах и так далее. Вот. Тут нужно понимать, очень сильно нужно понимать, что, собственно, единство, вот сила
профсоюзов именно в единстве и солидарности людей. И вот для этого я просто считаю необходимым помочь профсоюзам и делаю все для этого возможное, чтобы объединить вокруг них людей на данный момент. Вот, популяризировать профсоюз, свободное движение профсоюзов и запустить такую, как инициативу, вот, под таким простым словом «яднайся», то есть объединяйся. Популяризировать профсоюзы, профсоюзное движение, идею объединения людей и в первую очередь визуализировать солидарность. То есть у нас сейчас огромная проблема на предприятиях, что люди думают, что каждый сам за себя. То есть я своей задачей считаю, мы запускаем такую инициативу по визуализации. То есть это должен быть какой-то маленький внешний признак, что люди солидарны друг с другом, что вот чувство плеча, чувство поддержки. То есть это может быть какой-то небольшой символ. Вот, это в процессе разработки. Вот, но главная задача сейчас собрать людей вокруг профсоюзов. И это самое-самое важное сейчас, потому что вот сила в единстве именно. Вот, это, наверное, пока все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Сергей. Кто следующий? Лиза. Приветствую всех белорусов и не белорусов, всех, кто присоединился к нашей конференции. На вопрос, зачем нужны профсоюзы, мы всегда своим новичкам, которые приходят в профсоюз, мы отвечаем, что профсоюз вообще нужен для того, чтобы у работника была работа, чтобы он на ней зарабатывал достойную заработную плату и чтобы он живой и здоровый возвращался с этой работы домой. Это в мирное время. Сейчас время у нас не мирное, и многие члены организации вообще разделили свою жизнь на до 9 августа и после 9 августа. И вот сейчас мы находимся в таком состоянии, когда времена далеко не мирные. И теперь стало понятно, что единственный нормальный действующий профсоюз – это тот, который представляет из себя коллективные действия своих членов. Я работаю в Белорусском независимом профсоюзе горняков, химиков, нефтепереработчиков, ну, у нас длинное название там, и всяких других работников, и нахожусь в городе Гродно. Мой офис на Гродно-Азот находится. И сейчас, вы знаете, на Гродно-Азот с 26 октября начался страйк, и в основном те, кто принимает участие в страйке, это члены независимого профсоюза. Это те люди, которые совершенно недавно вступили в независимый профсоюз, потому что они искали как раз поддержку и коллективные действия. Печально, конечно, наблюдать, как одного за одним их увольняют. Уже порядка 20 человек уволили на заводе с 26 октября начиная. Мы, конечно же, будем защищать их в суде, будем подавать коллективный иск на их восстановление на работе, на покрытие морального ущерба, на разные другие выплаты. В принципе, для этого тоже сейчас профсоюз нужен. Многие работники, так получилось, вступили в профсоюз в тот день, когда их уволили. Вот в профсоюз надо вступать не в тот момент, когда у тебя уже случилось что-то страшное, а нужно вступать в профсоюз для того, чтобы объединиться с людьми, с единомышленниками, которые станут плечом к плечу и не допустят того, чтобы тебя уволили, чтобы с тобой расправились. Ну, пока все, на этот вопрос я больше не буду. Спасибо, Лиза. Глеб. Привітання. Я сподіваюся, мене чувать. Так, крыху не видать твар, так, теперь нормально. О, выдатно. Так, что по профсоюзах могу сказать, что Белорусская лига – это самое такое передовое предприемство в этом сенсе. Бодай, что самое моцное на данный момент первичка незалежного профсоюза. И я не ведаю, чому так сталося, може тому, що акурат я з Солігорська. Ніколи мені не треба було розказувати про незалежний профсоюз, що він собою являє. Мне это, вот як з молоком маті, так я ось із Солігорської солью этого себе вибрав. І не ведаю, чому до людей так довго доходило это разумение того, что
толькі дзякуючы незалежным прафсаюзам можна адстойваць свае правы на прадпрыемстве і яднацца. Але, можа быць, дзякуючы вось гэтым усім трагічным падзеям да людзей гэта дайшло. Некага фенаменальнага росту сяброў незалежнага прафсаюза у нас на прадпрыемстве мы не назіраем, але разам з тым назіраем даволі дынамічны адток з-за праўладнага прафсаюза. Але сутнасць не ў гэтым. Галоўнае, каб прадпрыемствы, на которых не было первічак прафсаюзных незалежных альбо яны былі вельмі маленькія, цяпер развіваліся ў гэтым кірунку. І я бы хотел адзначыць, што як бы самым таким вялікім дасягненнем, на мой погляд, в межах прадпрыемства з'яўляецца ўдзел первічкі незалежнага прафсаюза ў заключэнні калектыўнай дамовы. Вось тое, што можа істотна палепшыць правы рабочага, і калектыўная дамова, некаторыя ейныя пункты, которые дзейнічаюць на нашым прадпрыемстве, гэта акурат тое, што не дае наймальніку права звольніць мяне. Так як я займаю абраную пасаду в прафсаюзе, выходжу ў абраны орган раду прадстаўнікоў, то 3 месяцы меня уже не могут звольніць. Я, конечно, на працу не хожу и заробок не атрымліваю, але гэта, мне здаецца, уникальная такая прецеденцыйная ситуація, может быть, которая вводзе калісьці нават у падручнікі незалежнага прафсаюзнага руху. Калі вось знаходзішся ў такім буфере, я разом з тым лічуся на балансе прадпрыемства. Вот. Все ж таки працягваю хістаць саму сістэму вось заканадаўства беларускага. Ну, у меня все по этой теме пока что. Спасибо, Глеб. Ну вот, коллеги, все-таки ситуация сейчас абсолютно диаметрально противоположная той, которая была еще в июле месяце. У меня вопрос к Сергею, у меня вопрос к Глебу. Что вас лично подтолкнуло? Да? Вот, фактически каждый из вас мог бы продолжать в таком же ключе работать, да, ходить на работу. Я знаю, что у Глеба, в принципе, была хорошая зарплата. Белкалий вообще предприятие, действительно, которое отличается от всех остальных в стране. Что не так? Я на одной из встреч с представителями большого белорусского предприятия, не буду сейчас называть какого, услышал такую, для меня важную вещь, которую я понял, для себя вынес из этой ситуации. То, что один из работников сказал, что я пришел 10-го утром на работу и почувствовал, что я не могу взять в руки ничего. Да? То есть я не могу работать. Я изнасилован. У меня не получается просто делать ничего. У меня все мысли только об одном. Да? Как жить дальше? Что у вас? Какая была ваша мотивация? Начинай, Сергей. Спасибо, да. У меня мотивация была до банального простая. Я 10 числа пришел на работу с центра города, грубо говоря. То есть я 9 ночью я был в городе, я видел, что там творилось. И 10 утром я пришел на работу, и, как вы правильно сказали, я понял, что я не могу взять в руки инструмент, я не могу приступить к работе. Меня морально и физически уничтожили. То есть я видел просто, что происходило в городе. И я для себя понял, что в такой стране, которая была 9 августа, жить нельзя. Просто жить нельзя, и все. Вот. А дальше пошло по накату, на одно за другим. То есть, да, я реально на своей шкуре, на своими глазами я увидел, что происходило. И все. Скажем так, не глядячи на те, що апошнє
16 год сваіх я быў палітычна актыўным заўсёды. Еще за месяц так званых выбораў я ввогуле не мог подумать про такую вот форму протеста, як забастовка. Ну, мы все абмяркоўвалі гэта, але ніхто не быў рашуча настроены. Вот, у тым ліку я і навряд ці я нават себе уявляў дзесьці ў цэнтры горада пасля сканчэння галасавання. Лет 9 жніўня я прыйшоў у цэнтр Салігорска і побачыў тое, што побачыў. Вот. Пры гэтым паспеў яшчэ і сам падхапіць. Вось, і гэта і стала адпраўной кропкай для таго, што мы пасля пачалі рабіць. Ось, нічога дзіўнага, нічога новага. Все даволі празаічна. Дякую, Глеб. Ліза, ты не як супрацоўнік прафсаюза, ты не збоку, ты ўнутры, ты ўсё гэта бачыш і ведаеш не толькі як адбываецца там, дзе твоё працоўнае месца на Гродно Азот, але і ў іншых месцах. Твае думкі. Ну, раз Глеб перайшоў на мову, тады я таксама. Тое, што мы зараз чуем ад тых, хто далучыўся да страйку. Я не магу працаваць. Я не магу там працаваць з-пад дубінкі. Я не магу там працаваць і аплачваць гэтыя дубінкі, гэтыя кулі. То бок, тэма са жніўня не змянілася. Тэма тая ж самая. Мы добіваемся таго ж самага, павестка дня тая ж самая, якая была ў жніўні пасля выбараў. Па-першае, чаго добіваюцца працоўныя, калі далучаюцца да страйку і зараз, і тады. Адмена результатаў выбараў. Высвабодзіць усіх палітзняволеных, наказаць тых, хто аддае загады страляць у беларусаў, біць беларусаў, сажаць іх у турмы. Гэта тое ж самае. Таму гэты ультыматум народны, ён быў кульмінацыяй гэтага гнева, які нарастаў са жніўня па кастрычнік. Мы, як і ў жніўні, я таксама не чакала, што будуць нейкія масавыя пратэсты. Я лічыла увогуле, што выбары ў 2020 годзе будуць самыя такія, нецікавыя, таму што ковід на двары, там шмат людзей сядзяць у хаце на самаізаляцыі. І як увогуле збіраць подпісы, напрыклад, як там хадзіць агітаваць людзей, і кандыдатуры нейкія такія былі ніякія. І я лічыла, што нічога ўвогуле не будзе, і гэты год будзе такі ўжо ніякі. І для мяне быў вялікі сюрпрыз, калі ў жніўні пасля такога гвалту з боку міліцыі і АМАПа беларусы падняліся, і асабліва працоўныя. Нас на Азоце ў незалежным прафсаюзе было каля 20 чалавек, зараз каля 400. Калі выходзілі да заводакіравання працоўнай Азота, мы бачылі, што гэта тысячы, гэта такі натоўп, такі магутны натоўп, які з адной мэтай прыйшоў да заводакіравання, які патрабуе, каб прадпрыемства не фінансавала дзяржаву, якая забівае працоўных. Тых, хто страляе ў працоўных. Гэтая думка і зараз абагульвае усе нашы намаганні спыніць гэты гвалт. Бачыце, цяпер мы ўвогуле ў такім становішчы хісткім. Шмат актыўных людзей звольнілі з прадпрыемства, але да нас яшчэ і заслалі ў гарадзенскі рэгіён. Па-першае, заслалі Караніка, а цяпер яшчэ і Караева. І мы лічым, што гэта адбылося менавіта з-за таго, што на Азоце 26 кастрычніка паўстала такая сітуацыя, што у асноўных цэхах самых выбуховых, у аміаку 3, у карбамідзе 4, у цэху АК-КАЗ, гэта тыя цэхі, якія прыносяць грошы дзяржаве таксама, працоўныя адмовіліся працаваць увогуле. 16 чалавек ужо з аміака 3 звольнілі, 19 чалавек пад пытаннем звальнення, і зараз адміністрацыя прадпрыемства збірае па ўсёй краіне штрайкбрэхераў, каб яны замянілі нашых працоўных.
Вельмі добра, што у нас у беларускім незалежным прафсаюзе ёсць яшчэ адна вялікая суполка беларускага незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве «Нафтан». Таму што тых людзей, якіх знайшлі на «Нафтане», якія маглі б паехаць у Гродно на Азот, у Аміак 3 працаваць, з імі папрацавалі сябры незалежнага прафсаюза, і яны больш не едуць. Яны не паедуць да нас. Але ў нас незалежнага прафсаюза няма ў Гомелі. У нас на хімічнай вытворчасці. У нас няма незалежнага прафсаюза на хімвалакно ў Магілёве. Таму мы не ведаем, ці паедуць тыя людзі ў Гродно на Азот, ці не паедуць. Яшчэ такая сітуацыя, што няма незалежных нармальных прафсаюзаў у Расійскай Федэрацыі. Там, дзе ёсць 10 прадпрыемстваў з такімі ж самымі цэхамі, з такім же самым аміакам. І там ёсць людзі, якія ведаюць наша прадпрыемства. То бок мы зараз знаходзімся ў такой сітуацыі, што за 26 гадоў Лукашенко і яго рэжым знішчылі незалежны рух, прафсаюзны незалежны рух, і не далі развіцца гэтай салідарнасці, супольнасці працоўных у Беларусі. Таму і ёсць варыянты, што знойдуцца штрайкбрэхеры, якія змогуць замяніць гэтых смелых, гэтых хлопцаў і дзяўчат з Азота. Канешне, мы будзем апеляваць да міжнароднай супольнасці прафсаюзнай у нашым рэгіёне таксама, да сяброў з Грузіі, да сяброў з Украіны, з Расіі таксама. Ой, каб толькі яны не ехалі ў камандыроўкі у Гродно на наш Азот. Ну, вось трохі пра салідарнасць і пра штрайкбрэхераў. Ну, дзякую, вялікі Ліза. Насамрэч, ты яшчэ і адказала на пытанне, якое нам паступіла у Ютубе, да? То есть колькі зараз сябраў незалежнага прафсаюза на Азоце, што адбываецца, людзі таксама пытаюцца пра страйкі, як іх арганізаваць, як раскачаць. Пра гэта таксама можна было б гаварыць гадзінамі, напэўна, і пра тэорыю, і пра практыку, як гэта ў нас. І тое, што насамрэч немагчыма легальна арганізаваць страйк у Беларусі. Не толькі па палітычным, а перш за ўсё па сацыяльна-эканамічных пытаннях. У нас заканадаўства настолькі грувасткае, што яно проста забараняе беларусам страйкаваць і выкарыстоўваць гэты дзейсны інструмент у барацьбе за свае правы. У нас, я называю гэта такой вішенкай на торце, тое, што прэзідэнт можа адкласці страйк у любы момант на 3 месяцы, так? Але не сказана, колькі разоў гэта ён можа зрабіць. І таксама пытанне задаюць, як стварыць незалежны прафсаюз, дзе яго потым рэгістраваць. Я толькі скажу адно, таму што у нас вельмі абмежаваны час у гэтай дыскусіі. Ёсць онлайн-платформа «Прафсаюз онлайн». Яна нам цяпер вельмі дапамагае аб'ядноўваць і ствараць людзей. Гэта такі першасны этап, калі людзі праяўляюць ініцыятыву і заходзяць в наши арганізацыі. У нас в Беларусі 4 незалежныя прафсаюзы і Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў як арганізацыя, якая аб'ядноўвае іх усіх. І таму перш за ўсё заклікаю тых людзей, якія думаюць пра тое, каб прыяднацца да нас, каб аб'яднацца ў незалежныя прафсаюзы, зайсці на гэтую платформу. Там вельмі простая схема, пакінуць свае кантакты, і з вами звяжуцца актывісты незалежных прафсаюзаў по той прыналежнасці, дзе вы можете да іх далучыцца. Сергей нешта хацеў сказаць яшчэ, калі ласка. Да, я хочу сказать, что в первую очередь нам нужно не забывать, что все-таки профсоюзов за 26 лет у нас в стране люди наелись. Вот даже на Беларусь-Калии, вот правильно говорил Глеб, что люди активно выходят из провластных профсоюзов, но не хотят вступать в независимые. Да? И здесь нужно понимать, что человека нужно подвести к тому, что профсоюзы нужны. Вот. И я хочу сказать, что профсоюзы — это в первую очередь не членство, не вступление, не бумажки, не юрадреса и не все прочее. Профсоюз в первую очередь люди. Это сообщество людей. Вот. И
важно сейчас, на данный момент, людям понять, что если они просто объединятся, как вы правильно сказали, что у нас по законодательству даже забастовку президент может отменить. То есть законы у нас практически, фактически не работают в этом отношении. Да? И людям очень важно понять, что профсоюз – это они сами. И то есть, и чтобы провести ту же забастовку, им не нужно просить разрешения у царя. Царь, можно я вас свергну, да? Это звучит абсурдно даже. Вот, то есть люди должны объединяться просто и выходить за своих. То есть мы вспомните, что вчера было на Белазе, когда стал вопрос увольнения 3 сотрудников, трех ребят, работяг заводских, встал весь цех, остановили производство и сказали, что мы станем полностью, если вы их уволите. Вот. И это сработало на самом деле. С понедельника люди вернутся на свои места. Я говорю об этом. И вот здесь сработала именно социальная часть. Не бумаги, не юридическая помощь, а именно социальная часть. Сработали именно люди. И это огромный такой шаг, вот сделал БелАЗ, огромный шаг вот на пути вот этого становления и понимания людьми вопроса, что они могут все, когда они вместе. Вот. И платформа «Профсоюз онлайн», она помогает, отлично помогает вот в объединении. То есть независимые профсоюзы, 4 независимых профсоюза помогают в этом деле. То есть мы тоже пытаемся помочь объединить людей, то есть со своими инициативами, то есть работаем по всем направлениям, но важно всем донести, что именно профсоюзы и объединение людей с уполки, как вы правильно сказали, они дают вот эту силу бороться с этим режимом. Вот. Спасибо. Спасибо, Сергей. У нас, к сожалению, остается совершенно мало времени для того, чтобы еще поговорить, потому что тем много, да, и мы можем, как говорится, как в таком немножко черном анекдоте, да, что когда профсоюзник умирает, его язык еще 4 часа ворочается. Да? Но на самом деле у нас остается время только подвести, наверное, итоги. Я не вижу пока больше вопросов. Что дальше? Как вы видите будущее? Понимаю, что сейчас в наше время загадывать даже, наверное, на день вперед, это уже серьезная перспектива в Беларуси, да? Но все-таки, что мы можем прогнозировать вот именно с точки зрения профсоюза? Я, может, почну тогда. Я хочу сказать, что самое главное, то, что отбылося за этот час, это революция сведомости и самосведомости белорусов, которые, по сутности, вышли з 26-годового анабіозу, ось в яким вони знаходилися. І я впевнений, що буде добре, але нам на гэта патрэбны некаторы час, бо это, каб выйсці з доўгай спячкі, каб выйсці з нейкай комы, патрэбны час, это не адбываецца імгненна, і гэта все будзе мець эфект такого снежнага кома, который будзе просто нарастаць паступова і дорасце до нейкай крытычнай масы. Вот, таму мае надеюсь, спадзезы и мой настрой вельми бадёры, не спыняемся и перемагаем. Спасибо большое. Была очень интересная тема. Спасибо спикерам за их прекрасные информативные выступления. Спасибо нашему модератору Сергею.